В России настаивают на визах для таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что на это ответили мигранты. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех важных и последних событий. Необходимо давным-давно вводить визовый режим со странами Центральной Азии, со странами СНГ в обязательном порядке. Потому что по разным оценкам от 7 до 8,5 миллионов граждан этих стран нелегально сегодня находятся на территории Российской Федерации. Визовый режим с Таджикистаном, Узбекистаном и другими государствами обеспечит достойные условия для иностранцев в России. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Ранее с предложением о введении виз для граждан Центральной Азии в Российской Федерации выступил руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Потому что люди приезжают в регионы, где свои традиции, свои обычаи, и пытаются жить по своим законам. Это очень часто не нравится коренным жителям, отсюда возникают конфликты, и нельзя этого допускать. Вот такие национальные анклавы должны быть запрещены на территории Российской Федерации. По его мнению, такая мера позволит ограничить поток мигрантов, рост преступности и проникновение новых штаммов коронавируса в страну. Многие из них потеряли, в том числе во время пандемии, работу. Отсюда рост преступности. Отсюда регулярные стычки на национальной почве в самых разных регионах нашей страны. И в этой связи вот наше предложение прекратить использовать вот эту рабочую силу иностранцев, приезжающих в Россию, оплатить эти квартальные деньги нашим гражданам, это первое. Второе, визовый режим со странами СНГ. И третье, прекратить практику возникновения так называемых анклавов национальных в местах традиционного проживания коренного населения Российской Федерации. Каримов подчеркнул, что в профсоюзе не испугались предложений Миронова, а наоборот поддержали. Для оформления визы нужно, чтобы у мигранта был здесь работодатель, место в общежитии или съемная квартира. Работодатель его зарегистрирует точно, отметил Каримов. А как вы относитесь к такой идее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Он указал, что мигрантов не хотят регистрировать из-за опасения остаться без квартиры и налога за сдачу жилья. Если будут визы, тогда добро пожаловать. ГБУ, жилищник любого района обязан не просто взять дворником и эксплуатировать в хвост и в гриву, а обязан обеспечить жильем и зарегистрировать, заявил Каримов. Он добавил, что введение виз не столько ударит по мигрантам, сколько по экономике России. Правительство Российской Федерации может не поддержать проект из-за недостатка кадров и слишком длительного оформления документов. Надо за любую работу платить адекватные деньги. Сегодня огромный наплыв гастарбайтеров, мигрантов, в том числе и прежде всего в строительстве. Это желание очень многих олигархов и крупных владельцев строительных компаний подешевле получать прибыль за счет дешевой рабочей силы. Но при этом многие мигранты, которые приезжали в Россию и работали нелегально, и их это в принципе устраивало, теперь этого сделать не смогут. Ведь пересекать границу можно только по визе. Как вы думаете, это в плюс мигрантам или в минус? Напишите, пожалуйста, как вы ко всему этому относитесь нам в комментарии. Давайте вместе обсудим эту проблему. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!